Благая цивилизация – это палка о двух концах. Вот в Австрии, например, впервые поставили диагноз электромагнитная болезнь. Получается, что электричество – это не всегда наш союзник. Холодильники, СВЧ, печи, сотовые телефоны, планшетники – вот мины замедленного действия, всегда об этом говорил. А вот как их обезвредить без последствий, расскажет наш корреспондент. Все-то ты знаешь. 5 мониторов, 4 компьютера и 2 аудиоколонки. Сотрудник телекомпании Сергей свой рабочий день проводит в комнате, набитой техникой. К вечеру у молодого человека обычно болит голова и слезятся глаза. Да, вы знаете, это от мониторов, я думаю, все. К тому же помещение маленькое, воздуха не хватает, соответственно, голова и болит. Сейчас ученые все чаще говорят об электромагнитной опасности. Лет 50 назад это было профзаболевание электриков. А теперь, когда электротехника окружает нас и дома, и на работе, каждый может пострадать от излучения. И хуже всего то, что поле, которое вы не видите и не чувствуете, на самом деле реально воздействует на вас, ухудшая здоровье и самочувствие. Ухудшением сна, ухудшением памяти, повышенной раздражительности и так далее. Скачки давления какие-то, потом же вегетативные синдромы присоединяются. По тем группам заболеваний, которые могут быть ассоциированы с воздействием электромагнитного поля, мы имеем рост. Это данные официальной статистики. Чтобы защититься от невидимой угрозы, надо понять основной принцип. Чем больше прибор поглощает электричество, тем больше излучает сам. Вот схема, которая может определить, что именно угрожает именно вам. При норме в 0,2 микротесла электроплита излучает 3, а это в 15 раз больше нормы. СВЧ-печь 12 микротесла, сотовые телефоны 40, пылесос до 100, а не очень качественный фен до 1500 микротесла. В этом случае норма превышена в 1000 раз. Среди мощных излучателей сотовые телефоны, микроволновки, планшетники с Wi-Fi и даже экологически чистый трамвай. Как защититься от вредного воздействия? Есть два способа защиты. Первый – сократить время, которое вы проводите рядом с приборами. Второй способ – увеличить расстояние. Если вы посмотрите, так сказать, измерите интенсивность электромагнитного поля в зависимости от расстояния от прибора, оно будет резко снижаться. То есть буквально в 30-50 сантиметрах от прибора вы не зафиксируете интенсивность электромагнитного поля, превышающего, скажем так, фоновую. Так что спать в обнимку с мобильным телефоном или ноутбуком категорически не рекомендуется. Желательно даже убрать из спальни паутины проводов, а холодильники системы No Frost переставить подальше от кухонного стола. Впрочем, если работа или образ жизни не позволяет вам избежать электромагнитной активности, займитесь укреплением своего иммунитета. Ведь, по мнению врачей, первыми жертвами невидимой угрозы становятся как раз ослабленные люди.